В карту развития деревообрабатывающего кластера Коми вошли 14 предприятий-участников. Цифра была озвучена во время рабочей встречи главы республики с директором Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталием Хаценко и директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. Прошла она в рамках практической сессии по развитию промышленных кластеров России, которая проходит в эти дни в Сыктывкаре. В столице Коми собрались промышленники, представители органов исполнительной власти, ответственные за реализацию региональной промышленной политики, и специалисты центров кластерного развития России из 60 регионов страны. Я воспринимаю визит, особенно Андрей Викторович у нас уже практически надо ему прописку давать. Человек. Виталий Павлович, как настоящий мужчина, держит слово, сказал, приеду, значит, приехал. Это тоже очень важно. Тем более, что и так приглашаем, и в гости просто, что называется, на праздники, но ваш визит связан, в первую очередь, все-таки не с каким-то туристическим моментом посмотреть, да, а именно помочь, рассказать, показать, как сегодня делаются передовые технологии, как они внедряются в промышленность других регионов. И в этом смысле очень важно, что мы проводим еще и такую стратегические сессии, которые действительно формируют у нашего бизнеса, у будущих инвесторов, отношения положительные к республике. В 2020 году в республике сформирован деревообрабатывающий кластер. В комплексную карту его развития вошли 14 предприятий-участников. В этом году планируется получить статус промышленного кластера и войти в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. И, как отметил Виталий Хаценко, безусловно, его департамент будет поддерживать включение промышленного кластера Коми в реестр. И тому есть причины. Так, в нашей республике создана своя промышленная площадка – частный технопарк с управляющей компанией «Алграф». Количество резидентов пока 9, в основном это производители мебели. Есть объекты технологической инфраструктуры, центр коллективного пользования оборудованием для резидентов технопарка. Объем инвестиций около 100 миллионов рублей. Сейчас прорабатывается вопрос по созданию нефтегазового кластера. Идут переговоры с потенциальными участниками. В республике сформирована инфраструктура финансовой поддержки предприятий. Работает региональный фонд развития промышленности для финансирования инвестиционных проектов на льготных условиях. Там достаточно льготный процент, там, от 1 до 5. В 2020 году на финансирование инвестиционных проектов направлено 10 миллионов рублей. Промтехинвест – это организация пеллетного производства. Это тоже одна из наших важных составляющих, потому что до сих пор в республике при наличии такого биотоплива, на которое перешла или переходит практически вся Европа, мы продолжаем у себя, изготавливая, на одной улице мы имеем в Ишкуломе в том же пеллетное производство, на следующей улице стоит котельная, которая топится мазутом. То есть понимаете, ситуация. То есть на это я им говорю, коллеги, доколе мы будем так делать? В этом году по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности, объявленного Минпромторгом России, из федерального бюджета Коми будет выделено 56 миллионов 800 тысяч рублей на софинансирование деятельности регионального фонда развития промышленности на выдачу льготных займов промышленным предприятиям. Рассчитывать на них смогут только те из них, что реализуют инвестиционные проекты по обрабатывающим производствам. 100 миллионов на эти цели предусмотрено в республиканском бюджете. Могу сказать, что Коми у нас участвует во всех практически инициативах, которые в Минпромторге есть, во всех инструментах региональной промышленной политики. Республика действительно попала в 5 лучших заявок по единой региональной субсидии. Все эти деньги, вдобавок к вашим 100 миллионам, вот эти 56 миллионов рублей также поступят на декапитализацию фонда. Причем нужно учитывать, что у вас там 156 миллионов рублей, но это не все. С учетом того, что с федеральным фондом, если софинансировать 30 на 70, вы хорошо знаете эти программы, то смело можно умножать на 3, на 3,5 коэффициент. То есть, по сути, капитализация вашего фонда минимум больше 500 миллионов рублей. То есть полмиллиарда – это достаточно уже такой крепкий банк развития промышленности Республики Коми.
Востребованный механизм предоставления микрокредитной компании республики льготных микрозаймов. В прошлом году было выдано 284 кредита на сумму почти 254 миллиона рублей. Получили их 226 производств. В случае недостаточности залогового обеспечения для получения кредитных средств предприятия республики могут обратиться за поручительством в гарантийный фонд Республики Коми. А год назад в регионе была создана лизинговая компания Республики Коми с размером уставного капитала 160 миллионов рублей. Она предоставляет на льготных условиях в лизинг оборудование и технику малому и среднему предпринимательству. Работает в Коми и Центр развития предпринимательства, который с конца прошлого года является еще и управляющей компанией в Арктике. А для повышения инвестиционной привлекательности, для запуска новых инвестпроектов там в республике внедрены новые меры господдержки. Ведется в регионе и работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа с льготным режимом для ее резидентов. Также Коми делает все для того, чтобы обеспечить предприятия объектами инфраструктуры. В декабре 2020-го подана заявка в Минэкономразвития России, по итогам рассмотрения которой 5 инвестиционных проектов республики включены в сводный перечень новых инвестпроектов и могут претендовать на бюджетные инвестиции. При их реализации в регионе будет создано 763 рабочих места, объем инвестиций превысит 9 миллиардов рублей.